Свыше 500 юных лыжников со всей России собрал сегодня республиканский спорткомплекс имени Раисы Сметаниной. Там стартовали 35-е всероссийские соревнования на призы четырехкратной олимпийской чемпионки. На уровне России они считаются одними из самых престижных. В них участвует много перспективных спортсменов, для которых сметанинские старты нередко становятся трамплином в большой спорт. Павел Королев побывал на открытии. 35-е сметанинские старты проводятся в год столетия Коми, а собрали они 555 спортсменов из 44 регионов страны. Это ли не настоящая магия чисел? Впрочем, нумерологию и судьбу здесь мало кто верит. Все рассчитывают только на свои силы. А они спортсменам понадобятся точно, ведь этот турнир является смотринами лыжного спорта нашей страны. То, каким он будет через 5-6 лет. Это очень важный старт для такого 15-16-летних девушек и юношей, из которых потом получается у нас уже взрослые чемпионы. И поэтому это одни из последних стартов уже в этом сезоне у них. И, наверное, я очень рада, что такое активное участие принимают в этих соревнованиях. К сожалению, в прошлом году не получилось из-за пандемии, но сегодня вот я рада, что приехали столько команд. Перед стартом обязательное чипирование, но не вакцины от коронавируса, да простят нас за каламбур, а нанесением электронной маркировки. Чип позволяет вести фиксацию финиша с точностью до сотых доли секунды и ускорить подведение итогов. На скорость рассчитывают и представители Кировской области, которые очень тщательно обрабатывают лыжи. Как смажешь, так и поедешь. В этой мудрости наши соседи не сомневаются. Лыжи нужно подготовить от и до, но тут уже, знаете, свои нюансы у каждого тренера, свои загадки и хитрости, поэтому вдаваться в подробности не будем. Но по подготовке спортсмена будет уже ясно. Мы всегда настраиваем ребят таким образом, что не важно, какие лыжи, руки, ноги, вперед, боремся за любую секунду, за любые места. Первыми на старт выходят девушки. На короткой дистанции свободным стилем они выкладываются по максимуму. Но плюсовая температура и мокрый снег не в помощь лыжницам, поэтому приходится изрядно попотеть. Было довольно-таки тяжело, лыжи довольно-таки медленно ехали на спусках, но в подъемы ехалось неплохо. Конечно, обидно, что погода такая неприятная, то, что идет мокрый снег и очень жарко. На эти соревнования едут не только за победой, но и за опытом и знаниями. Здесь ребят обучают правильной подготовке и нюансам, которые понадобятся на чемпионатах мирового уровня. Почти вся сборная России прошла через эти соревнования на призы Сметаниной. Почти все участники, которые сейчас в настоящее время находятся, почти все они были на этих соревнованиях. По итогам этой гонки завтра лучшие побегут спринт свободным стилем. После небольшой паузы уже в выходные дни, 3 и 4 апреля, юные лыжники посоревнуются в индивидуальной гонке классическим стилем, а также сразятся в эстафете. Так что у всех поклонников лыж будет возможность лично увидеть, как загораются будущие звезды. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган.